Аксуский высший многопрофильный колледж имени Жаяо Мусы. Специальность социально-культурная деятельность и народное художественное творчество. Предмет основы хореографии и ритмика. Тема урока грузинский танец. Преподаватель Мысыкбаева Асель Кабылбековна. Цели урока: ознакомиться с историей формирования и развития грузинского танца, изучить образцы грузинских танцев, овладеть методикой исполнения движений грузинского танца. Грузинские народные танцы впечатляют своей яркостью, невероятным огнем, роскошными костюмами и переплетением истории с искусством. Они доставляют огромное удовольствие как зрителям, так и самим танцорам. Еще никто не оставался равнодушным после такого зрелища. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с самыми известными народными танцами Грузии и узнать немного об их истории. Точная дата появления грузинского танцевального фольклора неизвестна, но предполагается, что впервые он был упомянут еще до нашей эры. В различных регионах страны на протяжении многих лет появлялись свои уникальные, отличительные друг от друга танцы, а стиль их исполнения переходил из поколения в поколение. И можно заметить, что танцы жителей гор отличаются резкостью и быстротой движений, а в танцах жителей равнин преобладают более спокойные и плавные движения. В каждом из них используются свои костюмы, напоминающие одежду жителей различных регионов. Народные танцы Грузии считаются довольно сложными технически и имеют множество особенностей и приемов. Их можно разделить на сольные, парные и групповые. Женщины в танцах двигаются в основном плавно и грациозно, а мужчины чаще всего демонстрируют свою воинственность и ловкость. Великолепные пируэты, высокие прыжки, натянутая осанка – все это характерно для грузинских танцоров. А сейчас я хочу вам рассказать о некоторых известных грузинских танцах. Грузинский танец картули является одним из наиболее известных в стране. Этот нежный романтический свадебный танец исполняют только двое партнеров – мужчина и женщина. Кстати, изначально он не был создан для сцены, но несмотря на это его танцуют в соответствии с четкими правилами последовательности. Во время исполнения картули партнеры показывают невероятно красивые отношения между мужчиной и женщиной. Мужчина на протяжении всего танца держится на определенном расстоянии от партнерши, выказывая ей уважение и свое признание. Он не отводит свой взгляд от нее, этим самым показывая, что невеста является для него единственной женщиной в мире. Женщина, в свою очередь, смотрит только вниз и скользит по полу, как лебедь по водной глади. Несмотря на то, что зрителю данный танец показался очень легким в исполнении, это далеко не так. Требуется величайшее искусство, чтобы исполнить его правильно, поэтому картули получил репутацию одного из самых сложных танцев. Ачарули – это веселый яркий танец, который происходит из прекрасного региона Грузии Аджарии. Здесь, в центре сюжета, легкий шаловливый флирт между мужчинами и женщинами. Настроение данного танца непринужденное, веселое, игривое, а костюмы используются яркие с преобладанием красного оттенка. В танце исполняются красивые изящные сольные партии женщин и быстрые ловкие партии мужчин. В отличие от танца картули, здесь отношения между мужчинами и женщинами более непринужденные. Харуми – это еще один не менее известный танец Аджарии. Это военный танец, пропитанный мужеством и отвагой грузинских воинов. Первоначально его исполняло небольшое количество мужчин, но в современной интерпретации обычно принимают участие 30-40 танцоров. Танец начинается с прелюдии, в которой несколько мужчин выходят на сцену и ищут место, чтобы разбить военный лагерь. Затем они зовут своих сослуживцев на сцену. Выход армии – это очень впечатляющее зрелище. После выслеживания врага и военных действий воины празднуют свою победу.
Харуми – это танец, выражающий мужество, отвагу и любовь к родине. Некоторые танцевальные движения передавались из поколения в поколение, от отца к сыновьям, и дошли до нас из древних времен. Мтилури – это танец горцев, который берет свое начало в районе Мтиулети. В центре его замысла – соревнования мужчин за женщину и территории. Сначала группы молодых людей состязаются между собой, выказывая свою ловкость и искусность в танце, после чего следует красивый танец девушек. Следующая часть Мтилури – это сольные исполнения мужчин, которые показывают изумительные трюки на коленях и пуантах. В конце зрителей ждет красивый финал. Домашнее задание. Выбрать один из представленных танцев Грузии, выучить основные элементы данного танца, снять на видео. Желаю удачи!